за предоставленное слово. Я хочу поделиться размышлением не в том плане, что вот я лично хочу выразить, да. На самом деле мы не случайно собрались, потому что, знаете, вообще на самом деле в стране идет, можно сказать, информационная война, я так считаю, да, свою позицию. И вот то, что касается, я считаю, трех фактов. Один факт, как бы он уже получил, это касается модернизации ЦЭС, вы знаете, очень многие близкие люди из окружения бывшего президента, они сейчас на схеме подсудимы. Процесс в разгаре, судебный процесс, там тоже есть проблемные моменты, да, это мы все видим, и СМИ, и сами слушаем, и размышляем. Второй момент, это касается, я считаю, вот, касается непосредственно вот, созданной спецкомиссии 13 июня, вы знаете, да, где, в общем-то, будет депутатская комиссия рассматривать в течение 7 дней, очень коротко, касается решения неприкосновенности стороны экс-президента Атамбаева, да, и, возможно, отдачи под суд, то есть грозит уголовное расследование в прямом виде, да. Это второй момент, это как бы будущее. Я считаю, как только комиссия начнет работать в полном объеме, то будет еще один активный этап информационной войны, который заменит вот, третий матроимовский фактор. Вот сейчас, я считаю, очень именно под прицелом политики имеется в виду именно рассмотреть коррупционный фактор по Матроиму, я считаю. Вот это разгар настоящего дня в этом случае, да, и, конечно, хотелось бы именно об этом пообсуждать, я считаю, вот, исходя из моей позиции. Здесь, конечно, активный разговор существует, но основная проблема, сразу подчеркну, всех журналистских расследований, в СМИ высказывает то, что, конечно, вот, я все-таки просматриваю, как ежедневно, это, конечно, проблема достоверности фактов, просто там нет конкретных фактов. Мы вот сейчас вышло 2 ключевых статьи, которые сейчас анализируются, это касается ранней статьи Азата Гари Тактакунова, да, там он на свои факты опирался, в принципе. Но здесь проблема, конечно, опять достоверности фактов. Есть сомнения очень большие. И третий, конечно, вот ответ, правильно сказал Игорь, это ответ журналистского расследования, на журналистское расследование Альтактагона со стороны Ильнура Алканова, я считаю. Да? То есть идет борьба между журналистскими газетами и сообществом. И в этом случае, конечно, вот не случайно мы собрались в том плане, что хотелось бы, чтобы наконец-то была дана со стороны экспертного сообщества на свое обсуждение, рассмотрение. И, в общем-то, мы должны тоже, в общем-то, высказать свою точку зрения, считаю, открыто, потому что раздаются голоса по материализации со стороны гражданского, активиста. И вот сейчас экспертное сообщество политологов тоже хотелось бы нам высказать. В этом случае вот, мы, Игорь, Широдир и я, в общем, мы как бы начинаем вот эту круглый стол, в принципе. Ну, вот, как я уже подчеркнул, в аспекте журналистского расследования, конечно, 2 расследований у вас высказано различных последующих. Здесь в основной момент, конечно, тоже нет конкретных фактов, я считаю. Но вы же знаете, постулат журналистского расследования то, что не вопрос морали, которая, в общем-то, зашкаливает все рамки, мы под этим находимся, а вопрос фактов. Нет опоры фактов, от которого можно стартовать дальше. Это основная проблема, я считаю. И хотелось бы, что в последнем журналистском расследовании непосредственно мы видели конкретные факты, от которых отталкиваются, критикуют именно деятельность Раиля Матроимова и так далее. Но кто, в общем-то, стартап, кто начал именно с этого? Я считаю, как мы это видим, я все-таки начал с Атамбаева. В любом случае, с неожиданного снятия Матроимова с поста главы таможни, и где он, правильно говорит депутат Строкова, я поддерживаю, что в течение много лет, с 2017 года, когда он был назад начальником Южного управления таможни по 3 областям, Баткенской, Волжской, Джалабадской, а потом был выдвинут на пост главы ГТС таможни, это делал сам Атамбаев. В этом случае не было ни одной критики, он был союзником, в дружбе с Илмияновым. И вот после снятия моментально составляет коррупционное зло, именно с этого все начинается, и идет очень большая до сих пор критика со стороны бывшего президента. Я считаю, что вот те критические постулаты обвинения Атамбаева, они были поддержаны частью нашим информационным сообществом и общественностью, я считаю. Но опять же нет фактов, понимаете, да? Поэтому очень хотелось бы тех противников, критиканов, кто критикует непосредственно Раимбека Матроимова и его семью, нужны факты, я считаю. Да? Поэтому нашим экспертным сообществу, экспертным политологу тоже необходимо, в общем-то, более пристально к этому относиться и тоже искать факты
злоупотребления или нарушения, или наоборот защиты. Это, мне кажется, необходимо и нашему экспортному сообществу. Поэтому вот такая проблема стоит, я считаю. Ну и что касается, почему это происходит, я считаю, конечно, очень большой толчок в этом информационном массиве войны дал все-таки Али Тактакунов, очень респектабельный, уважаемый газета «Азаты», где, в общем-то, он приводит такие факты, которые вот сейчас уже как бы не состыкуются. Это подчеркнул и мой коллега Петр Тактакунов, и сейчас его журналистка, ее коллега Алканова, да, то есть каким образом 700 миллионов долларов вывели из Кыргызстана, да, и из них 2,5 миллиона пришли в фонд Матраимова, да, а оказывается, вот сейчас уже выясняет, и Госфинразведка недавно подтвердила, что на самом деле писали только 199 тысяч долларов, и все на законных основаниях. Поэтому это навевает на мысль достоверности фактов, я считаю. Да? Об этом было высказано и Алкановой, на данном случае, как бы, ее исследование показало, что вроде все нормально, и откуда взяты эти факты. Поэтому опять вся эта проблема не упирается в эту же проблему, я считаю. Да? Поэтому, мне кажется, нам, экспертам, надо более пристально к этому относиться и рассматривать эти моменты. Да? Потому что на самом деле, когда коррупция под прицелом политики, имеется в виду, когда бьют конкретно по персонале. Да? И если по персонале, то очень ответственно. На самом деле, это же персонале в данном случае, вот была передача, вы знаете, с участием Искена Матраимова, он моментально со всеми бумагами показывал, что на все есть бумаги, откуда, куда перетекают и так далее. Были выступления бывших и нынешних там, таможенников и так далее. И мне очень примечательно то, что выступил бывший глава ГТС Азамат Сулайманов, вот мы его пригласили, но он не пришел. Там он хорошо высказал, что это обычное дело, когда переводится не то, что 700 миллионов, миллиардами долларов, да, на все есть бумаги, переводы. И очень простую вещь высказал. Вот, например, это в основном критикуется, обвиняется, идут в одном торговле между Китаем, категории ТМП, здесь очень много переводов, потому что, например, предприниматели, которые завязаны на китайской торговле, они не могут там, по 10-15, по 100 тысяч переводить. Нанимается лицо, неформальное, которое, в общем-то, перевозит, отвечает за перевод этих денег со всеми, естественно, бумагами. Поэтому то, что на что опирается Али Тактакунов, я считаю, он же показал, что как бы несерьезно это все. Мы тоже разделяем это мнение. То есть нужны конкретные факты злоупотребления. Да? То есть не вывод, а именно перевод денег. Это давно существует, в принципе. Вот как быть с этим? Поэтому я считаю, что необходимо тоже это подчеркивать тем, чтобы конкретно показывать и в эти моменты, конечно, оценочные суждения. Я считаю, что, тем более мы, эксперты, не говоря о журналистах, все-таки должны опираться не за и против, то есть обостряя информационную войну, а более объективно все это описывать, я считаю. Потому что моментально в нашем обществе при высоком марксистском формате, благодаря нашим средствам масс-медиа, происходит моментальное нагнетание напряженности. Ведь людям, обществу не обязательно даже факты, то есть сказать «ату его», и моментально начинается, общественность напрягается, идет напряженность очень сильная, да? Все требуют расправы и так далее. Да? Но опять же, без опоры, отталкивания от фактов. Поэтому я хотел бы, чтобы наше свободное экспертное сообщество, будь то сами гражданские активисты, политологи, социологи, были все-таки зацелены на поиске фактов злоупотребления или защиты. И все это преподносить. Вот на такую стала в газетах, в других встречах, с тем, чтобы найти истину. Вот это самое главное, я считаю. Да? Поэтому это касается и других факторов, касается этой тематики, под прицелом политики, это и Атамбаева. Вы знаете, самая большая порция идет от Алмазбека Шаршеновича, да? Последний митинг, 8 июня, это касается борьбы с коррупцией, где он утверждает, что выборочная коррупция и так далее. Прощение, уже регламент надо. Но там тоже им, уважаемый экс-президент, не даны конкретно опору на факты, понимаете? Просто там идет сумбурное клеймение, критика, да, поэтому это тоже навевает определенную тревожность, я считаю.